В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшик Кушара. Здравствуйте. Президент Рауль Хаджиба провел совещание по результатам проверки Генеральной прокуратурой государственных учреждений здравоохранения, а также деятельности по майнингу криптовалют, сообщает пресс-секретарь президента Наала Авицба. Рауль Хаджиба обратил внимание руководства Министерства здравоохранения на нарушения, выявленные в ряде лечебно-профилактических учреждений в ходе проверки. Генпрокуратуре поручено продолжить детальную проверку финансовой деятельности медицинских учреждений страны. Кабинету министров поручено ускорить разработку и последующее утверждение требуемых подзаконных нормативно-правовых актов, необходимых для полноценной реализации закона о здравоохранении. Генпрокуратуре и МВД также поручено осуществлять в тесном взаимодействии необходимую работу по выявлению объектов, занимающихся майнингом криптовалют. В частности, взять под строгий контроль попытки несанкционированного ввоза через государственную границу технического оборудования, используемого для производства криптовалют. Госкомитету по стандартам, энергетическому и техническому надзору поручено провести проверку производственных объектов, подключенных к энергетическим мощностям РУП «Черноморэнерго» на предмет несанкционированного подключения и нецелевого использования выделенных объемов электроэнергии. Кабинету министров и администрации президента поручено в кратчайший срок завершить разработку предложений и представить на рассмотрение нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность по майнингу криптовалют на территории Республики Абхазия. 20 марта состоится очередное заседание сессии Народного собрания парламента Абхазии. В повестке дня 12 вопросов. Депутаты рассмотрят законопроекты о внесении изменений в закон Республики Абхазия о международных договорах, о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия, о внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия о судебной власти и другие. Кроме того, будет рассмотрено постановление Народного собрания о проверке соответствия Конституции Республики Абхазия положений закона о недрах, нормативных правовых актов Кабинета министров Абхазии и заключенных договоров и соглашений по геологическому изучению, разведке и добыче углеводородного сырья на территории Республики Абхазия. Министерство обороны Абхазии в соответствии с планом боевой подготовки с 9 по 21 марта проводит командно-штабные мобилизационные учения с артиллерийской группой и комплектующими военными комиссариатами, сообщает пресс-служба Министерства обороны. Тема учений – приведение артиллерийской группы в боевую готовность полная. Как отметил руководитель учений, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии генерал-майор Василий Лунев, данные учения способствуют повышению уровня боевой и мобилизационной готовности, профессиональной подготовки личного состава частей и подразделений Министерства обороны, комплектующих военных комиссариатов, их слаженности при совместных действиях, а также воспитания уличного состава высоких морально-боевых качеств, физической выносливости и психологической устойчивости. В ходе учений командиры подразделений также получат практику в действиях по приему и распределению военнообязанных запасов. Специалисты РУП «Черноморэнерго» проводят работы по реконструкции линии электропередачи, которые объединяют село Кындых с подстанцией Адзюбжа. Комплексная работа по установке опорных столбов и проведению новой высоковольтной линии проводится в рамках российской инвестпрограммы «Содействие социально-экономическому развитию Абхазии». Репортаж Саида Джарсалия. В селах Хачамчирского района в рамках инвестиционной программы на 2017-2019 годы уже отремонтировано множество объектов электроэнергетики. В данное время специалистами РУП «Черноморэнерго» проводится комплексная работа по реконструкции сетей электропередачи, питающие село Кындык от подстанции села Адзюбжа. Проблема с обеспечением жителей Кындыга качественной электроэнергией существовала давно. Высоковольтные линии, объединяющие село с подстанцией, проходят по старым железным опорам, которые находятся в заболоченной местности, не имеющие подъезда. Кроме того, в некоторых местах провода находились на опасном расстоянии от земли, из-за чего во время плохих погодных условий случались частые обрывы. По старому фидеру, то есть постоянные обрывы были, постоянные замыкания, то есть дождь или снег, там ветка упадет элементарно, и линия замыкала, отключалась, и мы выезжали на место, устраняли аварию, но это занимало время, приходилось все добираться пешком и с помощью лестниц на эти железные опоры залазить и так устранять аварию.
Специалисты Черноморэнерго уже установили железобетонные опоры. В течение месяца будет проведена новая высоковольтная линия протяженностью 10 километров, что позволит обеспечить жителей села Кындык качественной электроэнергией. Выполняется реконструкция сетей, питающих село Кындык. Предположен демонтаж сети села Кындык с старой линии, аварийной линии, можно так сказать. На данном этапе у нас произведены работы, все ответвления, которые будут запитывать этот фидер. Протяженность составляет порядка 10 километров. На данный момент мы сделали больше 2 километров линий и продолжаем работать. Как обещают специалисты, все работы будут проведены в срок. По их окончанию старая сеть электропередачи будет отключена, и жители села Кындык будут переведены на новую магистраль. Саиджар Саля, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Аппарат Кабинета министров объявляет открытый конкурс на поставку оргтехники в срок до 15 апреля текущего года. Перечень необходимого к закупу оборудования включает в себя 22 позиции общим количеством 108 предметов. Максимальная стоимость лотов не должна превышать 1 миллион 456 тысяч рублей. Форма заявки и документация конкурса будет выслана в ответ на запрос претендента на официальный адрес электронной почты, который вы видите на своих экранах. Заполненная заявка представляется организатору открытого конкурса в письменной форме в запечатанном конверте. Заполненные заявки принимаются в канцелярию аппарата Кабинета министров до 17 часов 27 марта. В связи с кончиной поэта, писателя, общественного деятеля, члена Ассоциации писателей Абхазии, кавалера ордена Ахидз Апша третьей степени Юрия Такучичевича Пкин создана комиссия по организации похорон под председательством министра по репатриации Абхазии Беслан Атбар. Прощальная панихида состоится 20 марта в селе Блабур Хуагудаутского района в 15 часов. «Моя профессия – мое будущее». Под таким девизом Абхазский государственный университет совместно с Министерством образования ежегодно проводит профориентационные беседы с выпускниками средних школ республики. Такие мероприятия проходят во всех районах страны. Одна из таких встреч будущих абитуриентов с профессорско-преподавательским составом АГУ прошла в Тхуарчале. Репортаж Гугуца Вардания. Выбор профессии – одно из самых важных и ответственных жизненных решений, которые принимает молодой человек. Для многих выбор места учебы и дальнейшей сферы деятельности – задача не из легких. Абхазский государственный университет совместно с Министерством образования республики ежегодно проводит профориентационные встречи для выпускников средних школ Абхазии. Чтобы обсудить выбор профессии с будущими абитуриентами из Тхуарчалского района, сюда приехали преподаватели АГУ. Несомненно, подобные встречи имеют большое значение для будущих абитуриентов. Для их определения в выборе профессии отметила глава районной администрации Аида Чачхалия, приветствуя участников мероприятия. Подобные мероприятия очень важны в профориентации наших будущих выпускников. Время летит быстро, через пару месяцев вы уже станете абитуриентами. Нежелательно, чтобы вы поступили в наш Абхазский государственный университет. Для этого у вас есть все возможности, находясь у себя на родине, получить хорошие знания. Не диплом, а именно хорошие знания. Преподаватели различных факультетов и заведующие кафедрами представили вниманию будущих абитуриентов исторический, филологический, экономический, физико-математический, юридический, педагогический, агроинженерный и биолого-географический факультеты. Подробно рассказали выпускникам школ о специфике обучения на каждом из них и ответили на их вопросы. Для многих старшеклассников встреча с преподавателями АГУ оказалась полезной. Я выбрала профессию экономиста и хочу поступить на экономический факультет национальной экономики. И из сегодняшней встречи мне многое понравилось, и про национальную экономику ты тоже говорилось. Мне очень понравилось сегодняшнее собрание, понравилось, что представители разных факультетов приехали к нам, рассказали о своих факультетах. Очень стало приятно, что столько выходцы из Тхуарчальского района добились много в своей жизни,
стали очень известными в своей сфере. Впервые в этом году на площадке Абхазского государственного университета будет проводиться Олимпиада для школьников под названием «Путь к вершинам». Ее основная цель – оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и выборе профессий. Следует отметить, что победители Олимпиады будут зачислены в АГУ без вступительных экзаменов. В следующий раз профессорско-преподавательский состав АГУ планирует встретиться с абитуриентами Ачимчирского района. Подобные встречи будут проводиться во всех районах страны. Гугу Саварданя, Алексей Бастрюков, Абхазское телевидение. В минувшее воскресенье в Москве на традиционную мартовскую встречу собрались представители нашей диаспоры. Хотя эта встреча и не носила официальный характер, прошла в очень уютной атмосфере. Смотрите репортаж наших корреспондентов. В уютном зале ресторана «Страна души», что в центре Москвы, собрались те, кто не хотел бы прерывать цепочку традиций мартовских встреч, которой в этом году без малого 61 год. Свои корни абхазское землячество ведет аж с 20-х годов минувшего века. Тогда студентов собирал Нестор Лакоба. Ему важно было знать, как обстоят дела у молодых соотечественников и какую помощь оказать при необходимости. Трагическая судьба Нестора Лакоба и первого поколения абхазской интеллигенции известна, но именно тогда были заложены первые ростки традиции, которые позже стала называться «Мартовские встречи». 61 год назад их заложил человек, который не нуждается в представлении. Это Тарас Шамба. Созданная традиция вот этого землячества должно было сохраниться. Поэтому, когда в 1958 году я поступил учиться в Москву, я постарался собрать сперва небольшой круг, 6 человек, а затем уже постепенно оно переросло в большое землячество. И уже после того, как Абхазия обрела свой суверенитет, свою независимость, свою государственность, у нас уже стала диаспора. Мы хотели показать реальную свою историю, а она огромная и обширная. За 61 год произошло много событий, которые не могли не отразиться на абхазской диаспоре в Москве. Изменились задачи, они стали более масштабными. Выходцы из Абхазии достойно представлены во всех сферах жизнедеятельности российской столицы. Москва для многих давно уже стала родным домом, но стараются поддерживать связь с родиной и не упускают возможности увидеться и поговорить на родном языке. Стараются не пропускать все абхазские мероприятия в Москве и первый посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев с супругой, поскольку Абхазия и культура нашей страны теперь для них стали родными. Конечно, в Абхазии я вместе с семьей провел почти 10 лет в качестве первого посла России в Апсны. И такой большой промежуток времени не мог не оставить отпечатка и в жизни, и в сердце. Поэтому сейчас я стараюсь по мере возможности и бывать в Абхазии. А в промежутках между посещениями Абхазии я очень благодарен моим московским друзьям из диаспоры, которые меня приглашают на мероприятия типа сегодняшнего. Абхазы, проживающие в Москве, поддерживают связи с представителями братских народов. Так, почетным гостем в этот вечер был глава абазинской общины Мурадин Урчуков. Конечно же, он не упустил возможности обратиться к братьям на родном абазинском языке. В этот вечер было много шуток, воспоминаний, танцев и песен. Кроме тех, кто сами называют себя ветеранами московских встреч, были еще представители молодого поколения. Именно им предстоит в будущем достойно продолжать традиции, которые заложили их отцы и деды. Алика Трапш, Нонна Кокускир, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Вечером возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем плюс 11-16 градусов. Температура морской воды плюс 9 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.